Я всегда задаюсь вопросом, кого и что мы предали в этой ситуации? У нас, знаете, общество просто считает, что если ты поступаешь или думаешь не так, как думает большинство, то ты кого-то предал. Но люди забывают о том, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свое видение, на свое мировоззрение в любой ситуации, и в том числе и в политических взглядах. И мы с этим сталкивались и в прошлом году на референдуме, и на выборах. То есть, когда какое-то меньшинство, допустим, там, проголосовало за европейский вектор в Гагаузии, все, тут нас окрестили предателями. И чаще всего упоминается, вот почему-то любят упоминать предателей какой-то традиционных ценностей, истории и так далее, и так далее. То есть люди у себя в голове решили, что вот это вот правильно. То есть их позиция, она правильная. И если кто-то с другой позиции, он автоматически становится предателем лишь только потому, что ваши мнения разнятся. То есть это в моей голове это вызывает диссонанс. И что интересно, некоторые люди, которые окрестили этих людей предателями, которые были на встрече, они до этого хорошо с ними общались, они до этого ходили к ним на передачи, был контакт, а тут эти люди как бы показали свое истинное лицо. Поэтому в моей ситуации предатели — это те, которые в первую очередь предают действительно те фундаментальные ценности, ради которых строилась автономия. То есть это язык, это культура, это история гагаузов. Предатели — это те, которые сегодня свой голос готовы продать за иную сумму. Вот этих людей в первую очередь надо называть предателями, а не тех, кто видится с президентом Молдовы. Я вообще не знал, что, оказывается, увидеться с главой государства — это считается предательство и преступление. Ну вот, оказывается, как-то так.